В эфире программа «Актуальное интервью», в студии Юлия Великодная. В Якутске в Республиканском общественном центре представители бизнеса, власти и общественности обсудили меры противодействия нелегальной предпринимательской деятельности в республике. О масштабах этого явления, мерах по борьбе с нелегальным бизнесом мы поговорим сегодня с гостем студии, уполномоченной по защите прав предпринимателей Якутии Айталиной Соколовой. Айталина Валерьевна, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, каковы масштабы нелегального бизнеса в Якутии и есть ли какие-то конкретные цифры? На сегодня мы оцениваем масштаб влияния на рынок Республики Саха-Якутия. Это порядка, если всего количество субъектов малого бизнеса насчитывает 50 тысяч предпринимателей, то это около 40% того теневого сектора, который на сегодняшний момент существует. Я процитирую слова руководителя Счетной палаты Российской Федерации Голиковой о том, что урон бюджету на сегодняшний момент насчитывает порядка около 40 миллиардов рублей по Российской Федерации. Поэтому мы считаем, что это достаточно серьезная проблема на сегодняшний момент. И, собственно, скажем так, предпосылки к этому прежде всего, считаем, служат те условия на сегодняшний момент, которые созданы для развития предпринимательства. И эти условия, которые на сегодня не позволяют предпринимателю, то есть гражданам, скажем так, иметь уже более узаконенные взаимоотношения, чисто юридические, экономические с государством. И, конечно, уже с 2015 года бизнес подвержен вот этому влиянию недобросовестной конкуренции, где уже на всех площадках у нас в республике и в Российской Федерации все бизнес-объединения трубят о том, что это одна из таких серьезных проблем. Вы сказали об уроне, который наносится по всей Российской Федерации. А вот насчет урона экономики Якутии есть данные? Таких данных на сегодняшний момент официальных не существует вообще, в принципе. Есть некоторые оценки экспертного сообщества, которые оценивают, то есть если вот, допустим, бюджет республики получает порядка 3 миллиардов рублей от субъектов малого бизнеса по специальным налоговым режимам, вот и считайте примерно 40%, но на наш взгляд это порядка 1 миллиарда однозначно, потому что ежегодно мы видим, недополучают бюджет, в том числе и по страховым пенсионным взносам, которые автоматически перетекают в службу судебных приставов, и эта сумма не снижается с суммы 1,5 миллиарда рублей. Поэтому наши примерные оценки, вот порядок цифр примерно такой. В прошлом году в ноябре главой республики был подписан указ о борьбе с нелегальным бизнесом. В нем, в частности, предусматривается комплекс мер, направленных на легализацию предпринимательской деятельности и сокращению неформальной занятости. Что-то уже изменилось, какие-то перемены ощущаются? На сегодняшний момент, да, действительно, указ в 2017 году вышел. Мы изучили, в свою очередь, я как уполномоченный по защите прав предпринимателей и ведущий совместно с ведущими бизнес-объединениями, мы считаем, что здесь важно, чтобы органы власти не придумали еще одну дубинку для действующего бизнеса. Да? То есть надо понимать, с чем мы боремся. Прежде всего, это в основном упор на тех граждан, которые никак не зарегистрированы и ведут деятельность, не неся никакой ответственности, собственно. Поэтому сегодня на уровне руководства республики будет создана межведомственная комиссия, которая будет координировать деятельность контрольно-надзорных органов по осуществлению контроля в части как раз таких граждан, которые нарушают законодательство. И здесь мы понимаем, что здесь достаточно серьезная граница существует. Законодательно этот вопрос не до конца, не так четко, скажем так, отрегулирован, да, поэтому мы включились в этот процесс в полной мере и сегодня разрабатываем соответственные рекомендации для органов власти, чтобы мы могли обезопасить бизнес, ведь бизнес же развивается в разных направлениях, это разные отрасли, да, это и торговля, общественное питание, и в каждом виде бизнеса есть своя специфика. Свои нормативы, ГОСТы, требования. Поэтому здесь важно, чтобы мы
не перегнули, как говорится, да, вот эту вот границу, что называется, и обезопасили действующих предпринимателей, которые работают законно. А какие сферы деятельности предпринимательской наиболее привлекательны для нелегалов? Но сегодня мы как раз вчера собирались с экспертами, с представителями бизнес-объединений, которые обозначили основные сферы, на их взгляд, которые подвержены вот подобному виду, значит, нарушений. Это прежде всего в сфере пассажирских перевозок, да, в сфере общественного питания, реализации алкогольной продукции. Также были обозначены услуги медицинские, косметологические в части вот безопасности, в защиту прав потребителей, собственно, да? Вот. Ну и реализация использования нелицензионной видов продукции, информационных справочников, там, каталогов и так далее. В конце июля партия «Единая Россия» выступила с инициативой многократно увеличить размер штрафов за нелегальный бизнес. На ваш взгляд, метод кнута, он оправдан? Понимаете как, вот на сегодняшний день мы видим, вот как уполномоченный по защите прав предпринимателей, я вижу, что здесь наблюдается системная проблема регуляторной среды. Вот сегодня Кодекс об административных правонарушениях наказывает физических лиц за осуществление предпринимательской деятельности без регистрации. Штрафные санкции находятся в интервале вот, в вилке от 500 до 2000 рублей. Это единственная такая мера, которая на сегодняшний момент работает. Мы можем много раз фиксировать эти нарушения, штрафные санкции всего 500 рублей, и гражданин может дальше спокойно осуществлять свою деятельность. Однако же, если действующий предприниматель осуществляет деятельность и нарушает законодательство, ну, например, там, товар продает без маркировки соответственной, да, то на должностное лицо штрафные санкции доходят там, от 30 тысяч и выше. Вплоть в плюс еще дополнительно у него конфискуют, соответственно, товар и так далее. То есть, смотрите, получается как бы несоразмерное наказание здесь. И мы считаем, что работать и не платить налогов прежде всего, плюс еще обманывать потребителей, да, то есть, потому что мы понимаем, что здесь и контрафактная продукция и прочее, да, то есть это вдвойне наказание, по идее, ну, то есть двойное нарушение, да. Поэтому, на наш взгляд, здесь нужно перестраивать в корне систему, чтобы она работала так, чтобы не было выгодно, потому что на сегодняшний момент выгодно работать без регистрации. Это надо вот признать, да. Поэтому здесь вот этот аргумент, что, ну, как говорится, кнут и пряник, он может быть не совсем правильно, ну, не совсем работает. Другой вопрос, что система контроля действующих предпринимателей должна быть выстроена через меры вот, предупредительные, да, то есть предупредили раз, предупредили два, и в третий раз уже наказывают. А у нас получается перекос. Мы действующих предпринимателей, те, которые зарегистрированы, реально работают, наказываем по полной программе, да, без, значит, соответственных предупреждений, хотя они нормами закона предусмотрены. А тех, которые нарушают законы, мы их вообще практически не наказываем. Мало того, что их очень сложно, как сказать, выявить, да, потому что это несколько другое поле правовое, да, то есть это физические лица. И система здесь работает тоже, к сожалению, нам не на пользу, а на вред. Вот. И так еще и вот санкции не такие значительные. А как ваш орган помогает предпринимателям выйти из тени и какие способы, стимулирующий выход, видят сами предприниматели, что они предлагают? Я, как уполномоченный по защите прав предпринимателей, прежде всего вижу свою миссию в том, чтобы проводить как можно больше разъяснительной работы, разъяснений, популяризации, вот, собственно, законопослушного предпринимателя. Да? И здесь, конечно, в этом направлении мы еще
в ближайшей перспективе планируем усиливать работу. У нас общественные помощники в улусах работают, которые также разъясняют. Больше работаем с такими, ну, скажем так, неформальными связями, да, то есть через бизнес-объединения, там, социальные сети и так далее. Что касается ну и кроме того, естественно, безусловно, в рамках своих полномочий мы защищаем по работе с жалобами, с обращениями, потому что предприниматель на сегодня имеет полную возможность обратиться к нам за защитой своих прав и законных интересов. Это, безусловно, работа, которая ведется постоянно. Ну и также сами бизнес-объединения, общественные организации, предприниматели предлагают, в свою очередь, свою поддержку, да, то есть на разных площадках, транслируя о проблемах, это уже, по сути, защита, так сказать, своих интересов. Ну и также вот работают активно с совместными администрациями, вносят свой вклад на общественных началах, участвуют во всех проводимых мероприятиях в защиту предпринимателей. А какие рекомендации выработаны по итогу обсуждения, которое состоялось накануне? Да, ну здесь мы в основном, наш фокус был на определении приоритетных направлений, в каких сферах нам необходимо усилить, да. Но это, конечно, надо понимать, что каждый муниципалитет будет самостоятельно выбирать для себя. Здесь мы не видим таких больших ограничений. Вот каждый муниципалитет будет выбирать для себя направление, где, на их взгляд, с учетом мнения общественности, наибольшее количество нелегального рынка. Вот, это прежде всего. Ну и усиливать взаимодействие между контролирующими органами путем вовлечения, в том числе, обществ по защите прав потребителей. Потому что, в принципе, мы все стоим на стороне потребителя. И нам важно, чтобы наше население получало качественную продукцию, качественные услуги получало, чтобы жизнь и безопасность населения была, как говорится, не только со стороны контролирующих органов, но и со стороны тех же самых предпринимателей, общественных объединений. Потому что, по сути своей, общественный контроль никто не отменял. И корень этой проблемы, он как раз-таки стоит в том, что у нас еще не совсем сознательные общественные организации, которые могут какую-то целенаправленную работу в этой части вести. Айталина Валерьевна, спасибо за беседу, что пришли к нам в студию. Я напомню, вы смотрели программу «Актуальное интервью». Всего доброго и до встречи в эфире.